Працягваем выконваць нашу місію, знаёміць вас з прэтэндэнтамі ў кандыдаты на прэзідэнцтва. І сёння, як мы і абяцалі, у нашым эфіры будзе былы кіраўнік парка высокіх тэхналогіяў гаспадар Валерый Цапкала. Вы дасылалі нам пытанні пра сацыяльныя сеткі да яго, і частка з іх таксама прагучыць у нашым сённяшнім эфіры. Гаспадар Валерый, добрый день. Добрый день, уважаемые зрители. Валерий Вильямович, вось, ведаеце, інфармацыя пра тое, што вы ідзеце на выбары, яна была як, выбух у інфармацыйнай прасторы, таму што мала хто мог паверыць, што адзін з людзей з абоймы Александра Лукашэнкі, які так доўга быў у вертыкалі, пойдзе, адважыцца на гэта і пойдзе на выбары. Я ведаю, што вы ідзеце мадэрнізаваць краіну, змяняць яе, але мне цікавая ваша ўласная матывацыя. Чаму вы гэта робіце? Вы адчуваеце нейкую адказнасць за Беларусь? Вас хтосьці папрасіў ісці? Як вы гэта ўспрымаеце? Нет, это было исключительно мое личное решение. Это было решение, которое я выстрадал. И я занимался вопросами модернизации, вопросами экономического развития. Фактически всю свою сознательную жизнь, больше чем 30 лет, изучал опыт стран успешных. И мне, конечно, очень было обидно, что Республика Беларусь, она скатывается на периферию мирового развития, экономического развития прежде всего. А я хотел бы видеть, конечно, свою страну развитой, богатым государством, где люди будут хорошо зарабатывать, где будут жить в экологических чистых районах, где не будет грязное производство у нас здесь располагаться, где можно будут иметь достаточно денег для того, чтобы ездить по всему миру, отдыхать, смотреть, изучать и так далее. То есть в этом принципиальное отличие, и в этом являлся смысл моего решения. То это такое пэўнае пачуццё миссии, якую вы мусите выканаць. Если хотите, то да, потому что я понимаю, что ни одна страна мира, которая сегодня является успешно развивающейся, там ни Корея, ни Китай, ни когда-то даже Соединенные Штаты Америки, они не думали о том, что они вырвутся в мировые лидеры, начнут производить конкурентоспособную продукцию, что у них вырастут зарплаты, скажем, за 10 лет в Китае с $300 до $800 средняя зарплата. И я думаю, что если бы это кому-то сказали 20-25 лет назад, то просто рассмеялись бы в лицо. А я эти все инструменты изучал, как надо реформировать промышленность, как надо реформировать сельское хозяйство, какие мотивационные механизмы надо включать, как заинтересовывать госслужащих, чтобы они вместе с бизнесом тащили этот ВОЗ и не препятствовали бизнесу развиваться, а наоборот ему помогали. Как сделать здравоохранение хорошее, чтобы мы могли пользоваться самыми лучшими технологиями, самыми лучшими лекарствами для лечения наших людей. Образование, чтобы не мы завидовали, как там в Финляндии среднее образование, а в Великобритании высшее образование, а чтобы у нас было образование, которое отвечало бы самым высоким международным стандартам, и к нам бы люди хотели. Так, гаспадар Валерый, прабачце, што вас перапыню. Я ведаю і думаю, што нашы гледачы таксама бачылі ўжо не адной ваше інтэрв'ю, што трэба прызнаць, што мы не лепшыя ва ўсім і ісці вучыцца ў найлепшых. Я думаю, што шмат хто ўжо пра гэта пачуў. Для вас гэта можа прагучаць як пэўная канспіралагічная тэорыя, але вакол выбараў зараз вельмі шмат канспіралогіі, вакол кандыдатаў таксама. Давайте просто здымем гэтае таксама пытанне з павесткі дня. Хацеў бы вас запытацца пра асобу Андрэя Ланкіна з вашага штабу. Ён узначальвае ваш перадвыбарчы штаб. Ён супрацоўнік кампаніі Wargaming, і ёсць пэўная група людзей, якая таксама звязвае яго з іншым супрацоўнікам кампаніі Wargaming, Вячаславам Макаравым, які ў Расіі заснаваў партыю народнай дэмакратыі. Ёсць людзі, якія кажуць, што вось гэтыя падзеі, ваше вылучэнне на прэзідэнцтва і тая партыя народнай дэмакратыі ў Расіі пэўным чынам звязаныя. Вы можете неяк гэта пракаментаваць? Нет, никак это не связано. Я, честно говоря, вот сейчас только от вас это услышал. Андрей Ланкин, просто когда я заявил о своем желании начать двигаться вперед в этом политическом процессе, он сам позвонил, приехал, организовал первых добровольцев, скажем так, организовал штаб,
А что касается партии Макарова, я с Макаровым не знаком, и я, честно говоря, даже и не слышал о такой инициативе со стороны сотрудников РГИ. Но если она есть, он как гражданин России, наверное, он гражданин России, любой человек имеет право создавать партию, нормальный демократический процесс, нормальное право каждого гражданина в соответствии с Конституцией собственной страны заниматься политикой и бороться за власть. Мне кажется, это вполне естественно. Я зрозумів. Питання було просто, ці гэтыя падзеі не звязаныя, вы адказалі, што яны не звязаныя. Я зразумеў вашу пазіцыю. Думаю, што тыя, хто канспіралагічна гэта ўсё разглядаў, таксама пачуюць ваш адказ. Зараз пытанне будзе датычыць сродкаў масавай інфармацыі. Ведаеце, мяне даволі моцна ўразіла тое, што раней вас вельмі любіла дзяржаўнае тэлебачанне, у вас вельмі вялікая колькасць інтэрв'ю выкладзена ў YouTube з беларускімі дзяржаўнымі тэлеканаламі, але ніводзін з іх не з'явіўся ні наводнай вашай прэс-канферэнцыі. Вось як вы гэта ўспрымаеце? Пры тым, што, напрыклад, кандыдата Гайдукевіча, яны прыляцелі і былі ўсе поўным складам. Нормально это воспринимаю. Понимаете, мир поменялся сегодня. На самом деле блогер в YouTube может собирать гораздо больше аудитории, чем собирают все государственные каналы вместе взятые. Мы знаем, кому принадлежат эти государственные каналы. Вот. Они, конечно, с моей точки зрения, все должно быть приватизировано, чтобы туда шли нормальные деньги, чтобы там делались, туда шли профессиональные ребята, делались профессиональные передачи, чтобы эти каналы разные точки зрения доводили до белорусской общественности, но сейчас мы понимаем о том, что они все как бы работают в одном направлении, поэтому ожидать, что они придут ко мне на пресс-конференцию, ну, мне кажется, это смешно. Я как-то пару дней назад включил телевидение белорусское, посмотрел, так оказывается, что у нас и никакой президентской кампании в Республике Беларусь нет, потому что я просмотрел все новости, и ни слова не было сказано о том, что идет какой-то в Беларуси политический процесс. Поэтому ожидать, что они будут что-то освещать, ну, конечно, это было бы пределом фантазии. Ну, я здзіўлены, што для вас гэта сюрпрыз, таму што да 2020 года яны такім жа самым чынам не асвятлялі кампанію ў 15-м, 10-м, 6-м і раней гадах. То бок гэта даволі было прадбачна. Як вы ввогуле ставіцеся да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі? Яны павінны існаваць? Вось, напрыклад, мусіць быць нейкае грамадскае тэлебачанне, як гэта абмяркоўваецца? Ці ўсё ж такі дзяржава не можа мець увогуле ніякіх сродкаў масавай інфармацыі сваіх тэлебачання вялікага? Ну, понимаете, когда мы говорим об общественном телевидении, все-таки, наверное, большая разница между государственным телевидением и общественным телевидением. Я допускаю, что один канал, наверное, может быть общественным или государственным, но в любом случае это должна быть платформа для обсуждения наиболее важных вопросов политического, экономического, социального развития страны, где будут сталкиваться разные точки зрения, где разные группы интересов смогут доводить как свои ожидания, так и свои озабоченности, если говорить о политическом канале. Вот. Должны быть экономические каналы, которые будут освещать активную жизнь в экономике Беларуси, инвестиционный, налоговый климат и прочие вещи, успешные истории возникновения компаний, успешные стартапы, успешные достижения наших предприятий, частных, конечно, желательно, именно тех, которые созданы не за счет государственных бюджетных средств, огромных, колоссальных, сотен миллионов долларов, а где человек просто за счет собственного интеллекта создал бизнес, который начинает приносить десятки, а может быть и сотни миллионов долларов. Это должны быть каналы живые, это должны быть каналы интересные, они должны производить контент, который будет разлетаться в сетях, разлетаться в социальных сетях с таким же, а может быть даже еще и с большим интересом, чем разлетаются сейчас контент или содержание, которое продюсируют блогеры, производят разные независимые журналисты, независимые люди,
Просто... Ну, спадар Валер, вы, пэўна, не ведаеце, але у Сеціве разносы Александра Лукашенко, калі ён чыноўнікаў разносіць, разлятаюцца як гарачыя піражкі. Па некалькі мільёнаў праглядаў. Вось. І беларускія дзяржаўныя СМІ вельмі любяць таксама асвятляць і паказваць поспехі розных прадпрыемстваў Беларусі. Гэта ў нас усё ёсць. Але скажыце, ці ёсць у Беларусі свабода слова? Вось на вашу думку, сёння ці ёсць у Беларусі свабода слова? Еще раз, мир просто поменялся настолько, что, наверное, сегодня свобода слова не ассоциировалась и не понимается сегодня так, как это понималось лет 20 назад. То есть раньше, конечно, контроль над всеми средствами массовой информации, это считалось отсутствие свободы слова. Сейчас мы с вами производим контент, который мы не спрашиваем ни у кого мнения, он не запрещается, мы можем его свободно распространять, мы можем его свободно доводить до любого заинтересованного субъекта, до любого заинтересованного человека. И в этом смысле я считаю, что Беларусь, конечно, является гораздо более свободной страной, чем в тех странах, где свобода распространения информации отсутствует. Но я сейчас о другом говорю. Я говорю о том, что у нас есть проблема в государственных средствах массовой информации, в том, что тот контент, который они производят, он очень односторонний. Вот, а необходимо, конечно, чтобы это был более разносторонний контент с большим профессионализмом, с большими дискуссиями по поводу общественного развития страны. И, конечно, который бы не сводился к тому, что разносят чиновников, они сидят там, что-то там записывают, да, вот. Ну, наверное, картинка на мою бабушку там и маму еще производила когда-то там впечатление, там, может быть, лет 20-25 назад. Но мне кажется, что на современную молодежь это уже не производит того впечатления, которое было раньше, потому что поколение все-таки поменялось. И сегодня белорусский народ, который был 25 лет назад, это совершенно другой народ. И мы должны все-таки с уважением относиться и к выбору когда-то наших бабушек и дедушек, которые сделали это выбор. Но мы должны понимать о том, что для того, чтобы развиваться, для того, чтобы идти вперед, мы должны полностью менять существующие парадигмы, в том числе и в области средств массовой информации. Мы должны смотреть вперед в будущее. Ну, вось бачыце, вы кажаце, што ўсё ж такі мы больш свободная краіна, але чорныя спісы у нас сайтаў, якія заблакаваныя, ўсё ж такі ёсць, і крымінальныя справы супраць блогераў, пра якіх вы кажаце, таксама у нас заводзяцца за тое, што яны ездзяць, паказваюць праўду ці кажуць проста пэўную праўду. Это ўсё ёсць. Давайте з вами да эканомікі, вашай любімай, перайдзем, але паспрабуем коротка пра яе размаўляць. Мяне цікавіць толькі адзін аспект, таму што вы таксама вельмі шмат ужо пра гэта казалі. Гэта пры мадэрнізацыі немагчыма пазбегчы шокавай тэрапіі. Праз гэта праходзілі усе нашыя суседнія краіны, якія праходзілі мадэрнізацыю, якія праводзілі істотныя сур'ёзныя рэформы. Што вы прапануеце для таго, каб пазбегнуць вось гэтай шокавай тэрапіі, каб сотні тысячаў беларусаў не аказаліся без працы на вуліцы? Не обязательно. Если вы приводите в пример Польши, то они действительно прошли через шоковую терапию. Если я вам приведу, скажем, пример Южной Кореи или Китая, или там многих других стран, то они совершенно не обязательно прибегали к шоковой терапии для того, чтобы начинать развиваться, начинать модернизировать свою экономику. Поэтому мне кажется, что совершенно необоснованные опасения в отношении того, что обязательно должна быть шоковая терапия. Совершенно необоснованные. То есть при приватизации предприятия должно учитываться очень и очень много факторов. И фактор наличия инвестиций у потенциального инвестора, тот, кто хочет, и опыт профессиональный. То есть, грубо говоря, если вдруг МАЗ захочет приватизировать Volvo или Mercedes, то мы, естественно, примем это во внимание. Будет требование в отношении объема средств, которые должны быть вложены в модернизацию этих предприятий.
и так далее. То есть на самом деле сегодня мы можем не только смотреть о том, что был негативный опыт, мы этот негативный опыт знаем, и мы должны пригласить тех людей, которые в том числе делали приватизацию в России, в том числе, которые делали приватизацию в Польше, и пригласить их для того, чтобы как раз не было ни олигархической приватизации в России, чтобы мы это избежали, и чтобы не было той приватизации, которая имела место, там, скажем, еще в других странах, там, на Украине тоже. То есть есть нормальный путь. Нормально прошли Чехия, допустим, с моей точки зрения, очень нормально прошла Чехия, вот, где фактически не было никакой там шоковой терапии, где были их активы государственные приобретены более эффективными собственниками, где остались трейдмарки, осталось то, что Шкода, допустим, та же, она по-прежнему является чешской Шкодой, хотя принадлежит сейчас концерну Volkswagen, и так далее и тому подобное. Не будет никакой шоковой терапии. Будет нормальный путь реформ. Да, эти будут реформы ускоренные, потому что мы везде, во всех направлениях уже задержались, мы везде провисли, поэтому реформы надо делать везде, но они будут делать с учетом международного, самого лучшего международного опыта. Хороший опыт имелся, я в той же. Ви ось зараз узгадали компанію Volvo, я просто вам хотів нагадати, що вона зараз сама належить китайській компанії Geely, яка якраз прийшла в Білорусь і створила працовне місце. Так що ось вам приклад. Я хотел бы уточнить, да, я уточнить все-таки хотел бы. По-моему, все-таки Volvo, производство легковых автомобилей, она принадлежит китайской компании. По-моему, грузовые все-таки остались независимые. Но я не могу на 100% утверждать это, да, здесь надо просто перепроверить. Но если шведы не боятся этого, да, то чего бояться нам? Може, ви маєте рацію. Давайте тоді економіку покинемо уже збоку. Тепер, може, до таких більш філософсько, не ведаю, там, питань перейдемо. Што для вас ёсць беларуская нацыянальная ідэя? Ці яна ўвогуле існуе? Як вы яе бачыце? Таму што Александр Лукашенко 25 гадоў спрабаваў яе неяк выкрысталізаваць, зрабіць гэтую беларускую ідэю, ідэалогію нейкую пабудаваць. А што для вас ёсць беларуская ідэя? Понимаете, когда мы говорим о национальной идее, мы должны все-таки понимать, что нельзя национальную идею выразить в виде какой-то формулы или в виде какого-то определения. Когда он попытался это сделать, сразу было понятно, что это обречено на провал. Национальная идея – это некое мироощущение людей, которое не может быть выражено в виде каких-то формул или определений. Это мое глубокое убеждение. Но я думаю, что основу все-таки национальной идеи должно составлять это хорошие заработки, это богатые люди, которые будут жить на собственной земле, которые будут жить в хороших квартирах, которые будут работать на эффективных предприятиях, которые будут себя ощущать собственниками земли, собственниками основных национальных активов, как белорусская калийная компания, Белтелеком, Белавия, так как это сделано во многих странах мира и в Юго-Восточной Азии, и в странах Арабского Востока, в Объединенных Арабских Эмиратах, Катар, Кувейт, Норвегия та же, где каждый гражданин имеет долю в основных национальных активах в общем объеме богатства. И если экспортирует белорусская калийная компания, то каждый гражданин Республики Беларусь имеет долю от экспорта этого калийного удобрения. Если зарабатывает какой-то монополист в виде железной дороги или авиационной компании, то каждый гражданин Беларуси должен иметь возможность иметь там долю акций, которые государство должно обязательно ему предоставить. И в этом случае тогда и выбор, каким авиационным транспортом пользоваться, будет, естественно, в пользу белорусского авиационного транспорта. И на больших предприятиях будет то же самое. Я вчера приводил... Я разумею вашу позицию наконт того, что все ж таки это зводится ўсё до заробкаў и магчымасцяў фінансавых, але вам не здаецца, что это философия чарки и шкварки, философия усім по 500? Ну, то бок это то самое, что мы по сутности маем сёння. То есть вы считаете, что Объединенные Арабские Эмираты, когда каждый гражданин имеет возможность взять из национального фонда
построить себе дом, отправить свою маму лечиться за границу в Великобританию и отправить своего сына лечиться в любой университет мира, или норвежец, который имеет долю от экспорта своей нефти и газа, что это чарка-шкварка для арабов и чарка-шкварка для норвегов. Я так понимаю ваш вопрос? Я просто у вас пытаюся, ці вам не здаецца, што гэта тоеснае паняцце, што вакол грашэй, вакол заробка, ну, нацыянальная ідэя можа не ўтрымацца, як бы толькі вакол гэта. Подождите, я вам задал, вы мне задали вопрос, я вам задал контрвопрос. А вам кажется, что это чарка-шкварка для норвегов и чарка-шкварка для Кувейта, Катара, арабов там и прочее-прочее? Ну, я не думаю, што ў іх усё будуецца толькі вакол гэтага. Мне здаецца, у іх ёсць іншая нацыянальная ідэя. Таксама, у тым ліку, рэлігія, напрыклад, для арабаў, яна з'яўляецца вельмі істотнай. А ў нарвегаў таксама самаразвіццё чалавека і асобы, і у іх зусім па-іншаму пабудаванае грамадства. У іх ёсць пэўныя каштоўнасці, вакол якіх яднаецца іхная нацыя. Как, например? Ну, у тых жа нарвегаў, напрыклад, роўнасць жанчынаў-мужчынаў, у іх вельмі гэта гендерныя паняцці. У іх ёсць вельмі шмат розных пэўных рэчаў, яны будавалі тысячагоддзям сваю культуру, сваё, не ведаю, як сказаць, грамадства, і яны аб'яднаныя вакол пэўных вартасцяў і каштоўнасцяў. Так, у тым ліку дэмакратыі, паглядзіце на індексы іх там свабоды слова і так далей. Чаго няма, напрыклад, у арабаў, так, такога індексу там ці свабоды слова, у іх не шануецца так жанчына, то бок вось яны нацыянальныя ідэі і каштоўнасці. Я думаю, что вы не правы. 800 лет назад викинги вряд ли с огромным уважением относились к женщинам. Якраз жанчына ў іх была роўная мужчыне заўсёды. Яна таксама брала меч, і калі трэба было, абараняла свой дом. Вот именно что свой дом. Вот это вот я и хочу. Когда Советский Союз в 1938-1939 году была зимняя война, напал на Финляндию, то Советский Союз не смог победить Финляндию, потому что каждый финн защищал собственный дом. У него у каждого был свой участок земли. У него у каждого была квартира в городе и обязательно летний домик, так называемый. На самом деле это хороший коттедж за городом. Он был владельцем и предприятий, и владельцем земли. И вот за это вот финны сражались. И вот это не удалось тогда Советскому Союзу взять. И в этом является основа национальной идеи. А в том, что мужчины и женщины должны быть равны, ну, это вообще для меня это абсолютно аксиоматическое утверждение, которое я даже вообще, честно говоря, даже обсуждать не хочу. Я вас зразумеў. У мяне яшчэ пытанне наконт культуры і ўвогуле вось такой рознасці культуры ў свеце. Вось вы лічыце, у часах глобалізму ўвогуле, напрыклад, там беларуская мова, беларуская нейкая асобная ад рускай ці нейкай там панславянскай культуры, яны патрэбныя ці калі наступіла эра глобалізму, гэта ўсё не патрэбна і варта вучыць ангельскую мову і не зацыклівацца на беларускай? Английскую надо обязательно учить, это мое самое глубокое убеждение, потому что если ты знаешь хорошо английский язык, ты конкурентоспособен на мировом рынке. Ты знаешь, что в мире происходит, ты получаешь быстро информацию, самую последнюю информацию, и ты не будешь заходить в тупик, производя что-то, что в мире уже существует. Это раз. Второе, я когда-то еще будучи студентом, я делал одно интересное открытие для себя – о том, что калмыки в Соединенных Штатах Америки лучше знают калмыцкий язык, чем они знают его в Калмыкии самой, в составе Советского Союза. Для меня это было действительно большим откровением, и я понял, почему так происходит. Потому что люди, когда они достигают определенной степени благосостояния, когда они становятся богатыми, они тогда с гораздо большим интересом относятся и к своей истории, они относятся к своей культуре, они относятся к своим предкам, они изучают этих своих предков, и они лучше, совершенно по-другому относятся к собственному языку и пытаются его внедрить в своей семье, пытаются его поддерживать, пытаются его культивировать всяческим возможным образом. Поэтому я абсолютно убежден в том, что именно бытие определяет сознание, и именно материальная основа, материальное богатство белорусов будет способствовать развитию белорусского языка, которое, естественно, государство должно всячески стимулировать.
На жаль, тут мы мусілі перапыніць нашу размову, тому што памяшканне, у якім адбываўся запіс, трэба было звольніць, але бліц традыцыйны пытанняў, якія я задаю ўсім прэтэндэнтам у кандыдаты, з якімі размаўляю, спадар Валерый таксама прайшоў, ён адказаў на гэтыя пытанні толькі што ўжо на вуліцы, і вось ягоныя адказы вашай увазе. Спадар Валерый, у будучыні Беларусь гэта прэзідэнцкая ці парламенцкая рэспубліка? Смешанная форма правления по образцу французской Пятой Республики, когда президент должен формировать правительство, исходя из парламентского большинства. Гэта бліц, вы можете коротко адказваць, можете адным просто варыянтам. А колькі тэрмінаў павінна быць у прэзідэнта? 2, не больше. Мытны саюз ЕАЭС ці еўразвяз? И. Я против всегда, как дипломат, постановки или-или. Я выступаю за участие во всех интеграционных объединениях, и ВТО, и в том числе во всех... Я зразумеў вас таксама. Незалежнасць Беларусі для вас абсалютная каштоўнасць ці не абсалютная, яе можна нейкім чынам? Абсолютно. Абсолютно. Вы адказвалі ўжо на пытанне, чый Крым. Вы пацвярджаеце сваю пазіцыю, што гэта трэба разбірацца, міжнароднае права павінна разбірацца ў гэтым. Совершенно верно. Разумею. Вы за смяротнае пакаранне ці супраць? Я считаю, что должен быть установлен мораторий на смертную казнь. Разумею. Легалайз ці поўная забарона лёгкіх наркотыкаў? Надо еще думать, не такой простой на самом деле вопрос. Я не определился еще в отношении. Разумею. Хоккей ці футбол? Все виды спорта: хоккей, футбол, баскетбол, гандбол, не знаю, ручной мяч, что там еще. Я выступаю вообще за активный образ жизни. Бег. Самый новый вид спорта, к которому я сам прибегаю, это бег. Я просто бегаю, и это ни времени не надо, ни специальных залов, и хорошо себя чувствую при этом. Сцяг чырвона-зялёны ці бел-чырвона-белы? Вось вам бліжэй, вам падабаецца больш? Но я ответил на этот вопрос. Я считаю, что здесь должна быть общественная дискуссия, и я буду полностью находиться в кильваторе общественного мнения. И на конт герба то же самое? Совершенно верно. Распад СССР – это геополитичная трагедия ці не? Это геополитическая реальность. Прадпрымальнікі – это вшивые блохи? Нет, это соль земли. Это люди, вокруг которых формируется бизнес, которые зарабатывают деньги, которые дают рабочие места. Предприниматель должен быть основным элементом белорусского общества. Александр Лукашенко мае дачыненне да знікнення палітыкаў і сваіх апанентаў у 99-м і 2000-х годах? Не знаю. Не ведаеце, так? Не знаю. Вы поехали бы на обед у ресторан «Поедем, поедим»? Нет. Вы адрозніце ротарную жатку ад обмалата? Простите, не услышал. Ці вы адрозніце ротарную жатку ад обмалата? Нет. Дякую вам вялікі за ваши адказы, за ваш час. Усяго вам добрага. Все, вам также. Всего доброго. До свидания. На сёння гэта ўсё. Для вас працаваў Ігор Кулей. Гэта быў Белсат Зум. До сустрэчы ў новых эфірах. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. І заставайцеся з Белсатам.